Духовное училище при Сухумском кафедральном соборе открывается уже в третий раз. В первом потоке обучались 14 человек, во втором – 11. И вот в этом году в училище поступили 27 человек. Стоит отметить, что здесь будут обучаться исключительно мужчины. Глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Апли отметил важность открытия духовного училища. Я надеюсь, набор сегодняшний, который будет здесь, в этом кафедральном соборе, они будут такими строгими, справедливыми, честными. И вот после 2 лет вы будете ходить по всей нашей стране, кому-то в дом, кому-то в организацию. Надо объяснять, это катехизаторская школа. Что такое катехизаторская школа? Это люди, где учатся крещению. Но чтобы научиться самому и чтобы потом других учить, вам необходимо очень серьезно к этому отнестись, с премудростью. В духовном училище обучают 2 года. Занятия будут проходить 3 раза в неделю. Воспитанники будут изучать богословские предметы, такие как сравнительное и нравственное богословие, история Абхазской Русской Вселенской Церкви, Ветхий Завет, Новый Завет. Также здесь будут преподавать абхазский, русский, английские языки. Училище подготавливает молодых людей к поступлению в Московскую и Санкт-Петербургскую духовные семинарии. Конечно же, не все могут стать монахами, не все станут священники, но углубить свои знания духовные, знания священного писания и знания догматические знания получить, изучать каноны, догмы, это, конечно, очень важно для каждого верующего. У нас есть абитуриенты, которые кандидаты наук, почти все с высшим образованием, у всех семьи, и серьезные люди пришли учиться к нам. И мы бы, конечно же, имеем надежды, отец Виссарион, с вашего благословения, чтобы мы могли бы получить аккредитацию и лицензию, чтобы наше духовное училище имело какие-то и законодательные основы. Открытие духовного училища, безусловно, благое дело, которое, несомненно, поможет в деле восстановления Абхазской православной церкви. Я помню, когда отец Виссарион, первым из абхазских священнослужителей, выстраивал будущее Абхазской православной церкви. Мы с ним вместе обсуждали, мечтали, когда будет 1 священник, потом 2, 10, откроется 1 храм, 2. Слава Богу, мы видим сегодня, сколько уже храмов работает, сколько священников появилось в Абхазии. А тех, кто сегодня пришел обучаться, я вам желаю успехов. Вы представляете, на территории небольшой, в общем-то, Абхазии 300 с лишним культовых сооружений. Надо это все возрождать. Безусловно, наше единство многим не нравится, особенно тем, которые, сами понимаете, с каким уклоном относятся к нашему обществу. И я считаю, это очень хорошим началом, когда есть молодые люди, которые хотят продолжить то, что было заложено в основу возрождения Абхазской православной церкви. Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия выступил с идеей включения в школьную программу предмет священного писания. В моем лице я хочу вас заверить, что школы Абхазии готовы к тому, чтобы принять священное писание в учебную программу. И есть зарубежный опыт, например, в Республике Беларусь, где мы недавно были, и руководство страны внедряет священное писание в учебную программу общеобразовательных школ. Я надеюсь, что именно знакомство с Библией, со священным писанием, с Евангелием будет начинаться со школьной скамьи. В Сухумском духовном училище богословские предметы будут читать священнослужители Абхазской православной церкви. Выпускники училища могут стать преподавателями воскресных школ. Алька Травш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.